В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Руководители госкомпаний будут отвечать за повышение производительности труда. Минэкономразвития разработала специальную методику. Так, ведомство предлагает закрепить в трудовых договорах руководителей госкомпаний обязательство ежегодно повышать производительность труда на 5%. Некоторые компании начали работу в данном направлении. Например, в РЖД уже вынесли данные изменения на повестку Совета директоров и заложили прирост производительности труда в свою долгосрочную программу развития. В Аэрофлоте заявили, что существующая методика не учитывает особенности гражданской авиации, а в Алросе уже установили целевой прирост производительности труда по итогам текущего года на уровне 5%. Якутский газоперерабатывающий завод «Сахатранснефтегаза» планирует в следующем году в 2 раза увеличить производство сжиженных углеводородных газов. Это станет возможным после модернизации газофракционирующей установки. Финансирование будет осуществляться из собственных и заемных средств. Помимо этого, на заводе планируется установка по производству сжиженного природного газа, которая позволит обеспечить газом удаленные села в Якутии, где не могут провести магистральный газопровод из-за больших расстояний. Ее проектирование начнется в этом году, реализация запланирована на 2023 год. Кроме того, сжиженный природный газ представляет интерес как газомоторное топливо для большегрузной и железнодорожной техники, для выработки электроэнергии в качестве топлива для дизельных комплексов. Порядка 350 новых рабочих мест планируется создать в Якутии в рамках пилотного проекта «Занятость на селе». По итогам первого квартала текущего года Госкомзанятости населения региона проведет анализ влияния проекта на снижение уровня бедности в пилотных районах, которые участвуют в данной программе. Отметим, что проект «Занятость на селе» направлен на снижение уровня безработицы и создание условий для трудоустройства сельского населения республики путем адресного подхода и консолидации всех государственных программ в сфере занятости населения. Компания «Алроса» в апреле запустит проект по повышению операционной эффективности Айхальского ГОКа. Работа началась еще в конце прошлого года. Как сообщили в компании, эксперимент по внедрению проекта «Идеальная смена» уже успешно прошел на Нюрбинском и Удачинском комбинатах. Предварительные результаты показали рост производительности и уменьшение простоев в карьерной технике. Основными направлениями идеальной смены на Айхальском комбинате станут пит-стоп, хот-сит и плавающая пересменка. Пит-стоп предполагает, что полное ежемесячное обслуживание, заправка и осмотр горной техники будут проходить в одно время и в одном месте. Хот-сит подразумевает привлечение подменного водителя карьерного самосвала на время обеда основного. А плавающая пересменка позволяет обеспечить непрерывность рабочего процесса. 2 новых мостовых перехода построят в селе Сюльдюкар Мирнинского района Якутии. Минтранс республики предоставит субсидию из Дорожного фонда на проектирование. В ведомстве уточнили, что заявка на субсидию уже рассмотрена и поддержана комиссией. На разработку проектно-сметной документации направят 3 600 000 рублей. Аэропорт города Мирного получил разрешение на прием самолетов Аэробус-321 и его модификаций. Отметим, что к аэропортам, желающим принимать у себя авиарейсы на Аэробус, предъявляются повышенные требования. Так, в аэропорту Мирного проводилась специальная проверка на соответствие аэродрома, спецтранспорта и средств механизации нормам для приема рейсов на самолетах типа А-321. Также персонал аэропорта прошел дополнительную подготовку по наземному обслуживанию крупных самолетов. Допуск нового типа воздушного судна даст развитие воздушным перевозкам из Мирного в Новосибирск и Москву. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.